зеленка какая-то на реке. На берегу цветные разводы и ярко-голубая пена. Вокруг мертвая рыба. Такой реку казанцы еще не видели. По мнению горожан, это все результат химических выбросов из сточных вод. Выброс завода, это все это вот от этого. Сюда труба какая-нибудь выходит. Заводы, люди, конечно. Мы же в городе живем, куда без этого. Однако эксперты с такими резкими выводами не спешат. Сперва экспертиза. Подобное уже было и 3 года назад. У моста «Миллениум» обнаружили около сотни мертвых рыбешек. Лабораторные анализы тогда не выявили превышение вредных веществ в воде. Обращения к нам начали поступать по данному поводу. Мы всех граждан успокаиваем и поясняем, что это не загрязнение, это не какая-то краска, это просто естественный процесс, вызванный цветением сине-зеленых водорослей. И здесь действительно стоит запах цветущих водорослей. Следы сине-зеленой субстанции видны на берегу. Возможно, такое бурное цветение вызвано жаркой погодой. Да и воды в Казанке в этом году значительно меньше. Причина гибели и плохого самочувствия рыб может быть вызвана в основном 2 причинами. Во-первых, когда отмершие водоросли начинают разлагаться, это приводит к расходу растворенного в воде кислорода. Водоросли могут так бурно развиваться только в эвтрофизированной воде, то есть в воде, содержащей избыточное количество нитратов и фосфатов. Фосфаты в воде – результат пищевых остатков и жизнедеятельности отдыхающих, считают экологи. А вот присутствуют ли в воде более сложные химикаты от работы предприятий, специалистам еще предстоит определить. На анализы уже отправили пробы воды и рыбу. Сейчас ведем фиксацию кислорода по воде. Такого ярого нарушения пока нет, не видно. И по результатам отбора проб нам будут уже понятны все результаты, и для принятия мер мы уже передадим в Росприроднадзор. Купаться в таких водах экологи категорически не советуют. Это чревато аллергией и повреждениями кожи. При разложении водорослей количество токсинов в ней превышает норму. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.